В Нерюнгринском районе заработала муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности. Уже многие учреждения района установили у себя приборы учета по всем видам коммунальных услуг. В числе этих организаций информационно-технологический лицей номер 24, и там уже констатируют положительные изменения. В чем и насколько? Подробности у Александры Цыбиковой. Информационно-технологический лицей номер 24, как и другие общеобразовательные учреждения города Нерюнгри, в рамках муниципальной программы постепенно переходит на энергосберегающий режим. Реализация проекта по энергосбережению позволила сэкономить бюджетные средства, а также стала полезным элементом в воспитательной системе лицея и внесла важный вклад в развитие экологического образования учащихся. Начинали работать с лампами LD40. Сейчас мы переходим на светодиодные лампы и энергосберегающие. Первая замена ламп у нас производилась вот в данном помещении, это актовый зал, при ремонте крыши. Совместно с реализацией проекта началась работа по привитию навыков экономного расходования электроэнергии, направленная на учеников начальных, средних и старших классов. Учащиеся вместе с учителями и работниками школы проводят анкетирование, следят за состоянием температурного режима в кабинетах и за работой электроприборов. В коридорах лицея установлены шумовые датчики света. В кабинетах начальных классов, холлах, актовом зале и больших аудиториях энергосберегающие и светодиодные лампы. Я заметила, что, как и дома, у нас в школе стоят энергосберегающие лампы. И в школе освещение очень хорошее. Тут весело, тепло, уютно. Мне очень нравится в этой школе. В помещении лицея тепло и светло, благодаря не только искусственному освещению, но и своевременной замене окон с энергосберегающими стеклами. Также в данное время руководство школы согласовывает с новосибирской компанией поставку диодных прожекторов для малого и большого спортивного зала. Александра Цыбикова, Аял Амосов, Нерюнгри.